Осетии загорелась новая звездочка с символическим названием «Хорытын». За сравнительно короткое время ансамбль танца «Хорытын» стал лауреатом многих фестивалей Болгарии, Белоруссии, Франции, Италии, Швейцарии и Турции. Ансамбль получил гран-при на международном фестивале «Танец дружбы». И, что очень приятно было нам всем, ансамбль «Хорытын» выступал на главной сценической площадке Российской Федерации в Кремлевском дворце. Очень приятно, когда твои дети выходят на сцену, ты видишь свою работу. Это очень приятно, я даже не могу передать. Эта идея, она меня как-то, она внутри сидела всегда почему-то. Но в то время, как я танцевала, я поработала немного у Таймураза Кокаева в «Маленьком Джигите». Много лет работала у Славика Козаева в «Дети гор». Вот. Но, скорее всего, подтолкнули меня. Я бы, наверное, до сих пор работала бы у Славика. Но как-то вот мои друзья меня подхлёстывали. Жанна, давай сама, давай сама. И вот я решилась и собрала коллектив. И я думаю, что получился неплохой коллектив. Искусству танца горцы начинали обучаться, как говорится, с колыбели, без различия пола. Это была целая школа, в которой первый публичный выход на танец был своего рода аттестатом зрелости и волновал родителей не меньше, чем самих детей. Одним из самых популярных и любимых видов развлечения осетин, восходящего к глубокой древности, является народная хореография. Осетинские танцы, имеющие много общего с танцами других горских народов, являются прямым наследием древнейшей горской хореографии и наиболее распространенным видом развлечения. Танцы устраивались во всех случаях общественной жизни, дававших повод к веселью. Умение танцевать являлось обязательным для всех. Редкий осетин не умел танцевать. В наше время танцевальное искусство развивается на совершенно другой основе, продиктованной новыми социально-экономическими условиями, ростом общей культуры осетин. Появляются специальные танцевальные коллективы, где занимается очень большое количество и детей, и взрослых. Народный танец стал основой для нового жанра – сценического народного танца. Сегодня наш рассказ о танцевальном коллективе «Хорытын», действующий при Государственном академическом ансамбле танца «Алан» и его незаменимом руководителе, народной артистке Республики Северная Осетия Алания Жанне Константиновне Козаевой. Не так давно ансамбль «Хорытын» отметил свой 10-летний юбилей. Ясып ордан Хорытынын радиодиш да шажил шахашти. Я куштмадарам куркашам, уже салдар фалтар равахта, усы да шажма. Бират аз юсы кордей, ясы Хорытынай уже маназ ансамбль мадар бират арбасыди, маша куштайдар, шахи куддаран сумайдар, штай андаррата дарзы кафе уже куджона нафтамай, момдар шты кутважан фитсаг плантылышты шакушт магашкадар. Я знаю этот коллектив с первого его дня по сегодняшний. Коллектив за 10 лет имеет тенденцию к развитию.
То есть у руководителя большой потенциал. Это не так вот, что создали коллектив, быстро-быстро что-то накидали, и вот он в одном этом русле стоит. Нет. Каждый год это что-то новое. И новые, во-первых, люди появляются, одни уходят, приходят. И это новые у них впечатления, поездки, новые отношения с другими коллективами. Они уже ездят и за рубеж, и видят лучшие детские творческие коллективы. Поэтому хотят быть лучше них. И это им удается. Они завоевали у нас на танце дружбы Гран-при. Потом завоевали многие международные призы взяли. И то, что коллектив уже имеет звание образцового коллектива, это уже о чем-то говорит. Что мне понравилось? Эти вот малыши маленькие, они каждый вечер, они работали в полную ногу. Если мы прогоняем танец с кинжалами, то этот мальчик маленький берет эти свои кинжалы. В зале работает так, как должно быть на сцене. Он делает все в полную ногу. Взрослые так не все делают. Могу честно сказать. Да, у них было какое-то высокое чувство ответственности. Все, начиная от танцоров, заканчивая, даже вот ведущие эти маленькие девочки, да, они очень переживали тоже, обе. И Злата, и Динара. Но, я думаю, выдержали с достоинством. Были такие очаровашки, две, в красивых платьях. Вот. Ну, дети, наверное, у них это вот... Мы с возрастом теряем это как-то. Вот у нас уже это уходит в... А я знаю, я сделаю. Я смогу, я сделаю. А у детей какой-то внутренний вот такой вот этот запал, фитилек, да, который загорелся, дай бог, чтобы он у них никогда не потух. Потому что это такой вот в их глаза смотреть, и как они на тебя смотрят и ждут чего-то от тебя, а ты ждешь от них. И вот эта вот взаимосвязь, и вот это их внутренний этот запал, не только зрителя, наверное, может сподвигнуть на какие-то высокие мысли, высокие действия, но вот нас. Участие в ансамбле вырабатывает в детях необходимые личные качества, отвлекает ребят от улицы, где сегодня особенно много соблазнов, часто опасных, иногда преступных. На самом деле у нас очень хорошая молодежь. Вот у меня очень много детей, и я не могу ни на одного ребенка сказать, что это плохой ребенок. Вот, очень хорошие дети. Просто их надо немного направлять. Вот, подсказывать, воспитывать, направлять. Но так на самом деле они очень хорошие дети, очень развитые, очень способные, очень талантливые, даже чересчур. Мах кафам ансамбль хуртен на ахурганагу кожат жанна. Садензур ахурганаг умакуш амарагойзна забах кафак. Мондар фонд шахурка уж
усыкавтыта раздер кавкакото усыкавтыта марагон фадалта. Мы сближаемся с каждой поездкой, и мы становимся все друзьями, больше общаемся. Танцевать в ансамбле — это очень хорошо. Море эмоций и всякое такое. Хорошо танцевать вообще, горский особенно. Мне очень нравится, потому что это характерный танец. И это, мужчины его танцуют, а девочки просто смотрят и все. Мы были в Пятигорске, и там было очень много ансамблей. Мне понравилось, как они танцуют. Особенно мне понравились трюки. Нам помогает Лев Джуев. Он нам показывает, как правильно танцевать. Со мной работают очень талантливые ребята. Вот, я уже говорила, Сережа Курганов, он ведущий солист ансамбля «Алан» на данный момент. Вот. Очень способный, очень музыкальный, очень талантливый молодой человек. Вот. С трюкачами работает Лев Джуев. Тоже, наверное, его все знают как трюкача. Вот Леву я уговаривала, наверное, год ходила за ним. Лева, пожалуйста, приди работать с мальчиками. Он категорически был против, даже слушать меня не хотел. Нет, я не смогу, нет, я не могу, я не смогу с детьми. Я говорю, Лева, вот ты придешь, вот ты потом без этого не сможешь. И на самом деле, когда ансамбль уезжает на гастроли, он приезжает и всегда мне говорит, Жанна, ты знаешь, я соскучился. Да. Мне нравится, как работает команда Жанны. Вот все, кто с ней рядом, это Сережа Курганов, это Лева Джуев, это оркестр ее. Они работают в команде, поэтому результат получается. Когда нет команды, тогда и результата не может быть. Поэтому дети воспитанные, дети грамотные, дети знают, как себя вести. Дети умеют себя вести не только в репетиционном зале, но и на улице. Вот это очень приятно в наше время. Потому что, согласитесь, часто мы сталкиваемся с не тем, как хотелось бы видеть наших детей. Вот. За это я очень благодарна Жанне и всем ребятам, которые с ней работают, которые занимаются детьми. Вообще заниматься детьми, это, я считаю, какое-то не всем дано. Вот. Хотя все занимаются, но не всем это дано. Не у всех есть результат. А у Хурытена, на мой взгляд, я думаю, не только на мой взгляд, результат. Точно жонын, анамангай жонын, удоны камай равайзани хорждишаджы, трюкачты, касты, рбаса узышты, пацахадун ансамбльма, дарттыр, кайдыржагдау, ансамблен удондыр пайда кай узышты. Обучение танцам – это сложный и творческий процесс. Требуются определенные профессиональные качества педагога для работы с детским коллективом. Эта профессия предполагает любовь к танцу, артистизм, музыкальный слух, хорошее физическое здоровье, доброжелательность, терпение, лидерские качества, уверенность в себе и оптимистичность. Жанна Константиновна Козаева обладает способностью подбирать ключ к самым разным ученикам. Это ее призвание. Она отдается своему делу
самозабвенно и вдохновенно. Государственный академический орден Дружбы народов ансамбль танца «Алан» – это национальное достояние республики, часть души осетинского народа, созвездие имен удивительных мастеров танца, музыки и песни. Наша героиня свой творческий путь начала с ансамбля «Алан». Почему я выбрала профессию танцовщицы? Это получилось совершенно случайно. Я, как всякий ребенок, мечтала стать кем угодно, только не хореографом, врачом, юристом. Вот. Но это получилось так случайно, что я сама и не ожидала. В школу к нам пришли педагоги из училища с хореографического отделения, вот, и отобрали меня в училище. Я как-то даже и не задумалась, можно ведь было не пойти, но я почему-то решила, если вот меня отобрали, значит, надо идти. Так из меня получился хореограф. Не знаю, я всегда любила свою профессию, я любила работать. Вот. Мне это очень нравилось. Концерты, зритель, вот все это, поездки. Раньше ведь мы очень часто ездили, вот, в год по несколько раз. Выезжали за границу и по России, очень много гастролей у нас всегда было. Даже дома мы были фактически совсем мало. Вот. Приезжали месяц и опять на гастроли. Мне это очень нравилось. У меня очень много было кумиров, ну, как и для всех, это Альбина Баева. Ну и потом было очень много девочек, таких ярких личностей. Это Валя Засеева, ее уже нет в живых, наверное, вы знаете. Вот, Бела Плиева. И очень много, Гала Касаева, вот, очень много таких ярких танцовщиц, на которых мы, конечно же, равнялись. Вот, и хотели быть похожими на них. Талантом к сочинению танца наделены очень немногие. Рискну утверждать, что такой род таланта более редкий, чем талант композитора или художника. Это моя первая постановка, это первая работа с детьми. Вот. И ну, тоже как-то получилось и фонограмму, под другую музыку мы хотели. Потом я говорю Славику, нет, давай, он хотел под азербайджанскую. Я говорю, нет, давай под эту, под нашу. Вот, и так получилось. Вот такой танец получился, не знаю, судить зрителю, не мне.